Текущий год ознаменован юбилейным годом в двусторонних отношениях между Кыргызстаном и Узбекистаном. Буквально в следующем месяце, 16 февраля, мы отметим 30-летие установления дипломатических отношений между нашими странами. В юбилейный год считаю важным повысить статус межгосударственных отношений подписанием договора о союзнических отношениях и создать высший межгосударственный совет на уровне глав государств. Предлагаю поручить внешнеполитическим ведомствам двух стран подготовить соответствующие документы. Уважаемый Шавкат Миромонович, мы нацелены продолжить совместную работу по активизации торгово-экономического сотрудничества и наращиванию двустороннего товарооборота. За последние годы наблюдается положительная динамика во взаимной торговле. Вместе с тем нам следует признать, что у нас остается значительный нереализованный потенциал в этой сфере. В рамках ранее достигнутых договоренностей сегодня будут подписаны двусторонние документы, предусматривающие запуск совместных крупных инвестиционных проектов. Уполномоченными органами во главе с вице-премьер-министрами наших стран проведена большая работа по проработке совместных проектов в сфере горнодобывающей отрасли, промышленной кооперации, переработки сельхозпродукции, энергетике, строительстве, инфраструктуре на общую сумму более чем $1,5 миллиарда США. Впечатляют сумму проектов, которые будут совместно реализованы нашими странами. Уверен, что запланированные проекты будут реализованы в ближайшей перспективе и в полной мере. Безусловно, для практической реализации инвестиционных проектов требуется финансирование. В этом ключе мы можем задействовать потенциал Узбекско-Кыргызского фонда развития. Хочу отметить важность финансирования в рамках Узбекско-Кыргызского фонда развития совместного предприятия по переработке хлопка в Джалалабадской области, текстильного производства, создания торгово-логистических центров, в том числе в городе Кызылкия, а также строительство ряда малых ГЭС. Мы рассчитываем, что фонд станет эффективной площадкой для продвижения двустороннего сотрудничества между нашими странами. Уверен, что совместные проекты позволят обеспечить потребности населения и промышленности приграничных областей наших стран, придать новый импульс двустороннему сотрудничеству, попутно развивая логистическую цепь и раскрывая потенциал развития других отраслей. Мы также поощряем прямые бизнес-контакты между предпринимателями и регионами наших стран. Вчера, 26 января, состоялся представительный бизнес-форум Кыргызстан-Узбекистан с участием более 200 представителей бизнес-сообществ наших стран, где обсуждены вопросы сотрудничества и поставлены на перспективу большие задачи. В этой связи хочу выразить свою признательность за участие в этом форуме Сардора Уктамовича и Акылбека Усенбековича. Кыргызская республика всегда открыта для узбекских предпринимателей и готова полностью поддерживать инициативы и проекты, оказывать максимальную помощь в их реализации и защищать инвестиции. Уважаемый Шавкат Миромонович, в условиях современного миропорядка чрезвычайно важно предпринимать усилия по интегрированию транспортно-логистической инфраструктуры стран Центральной Азии в глобальные транспортные узлы и коридоры. Кыргызстан ведет работу по совершенствованию своих автомобильных дорог международного значения. На повестке стоит вопрос реконструкции железных дорог внутри страны и вывода их к трансконтинентальным магистралям. В этом контексте хочу отметить актуальность наших планов по совместному строительству железной дороги Китай, Кыргызстан, Узбекистан. Создание новых транспортно-коммуникационных коридоров, соединяющих страны региона, расширит возможности наших государств в части присоединения региональных торговых сетей
с морскими путями к мировым торговым рынкам. Уважаемый Шавкат Миромонович, также следует отметить, что трансграничный туризм набирает популярность в регионе. Это лучший способ предоставить иностранным туристам уникальную возможность окунуться в аутентичный образ жизни, ощутить культуру, национальные вкусы и традиции населения наших стран. В этих целях предлагаю создать совместные туристические продукты в области рекреации, а также развития зимнего и духовного туризма. Кыргызская сторона считает важным развивать сотрудничество в сфере организации совместных экспедиций для изучения перспектив новых туристических маршрутов, реализации таких совместных инициатив, как единая виза, создание совместных турпродуктов по современному великому шелковому пути, геопарков и так далее. Уважаемый Шавкат Миромонович, с удовлетворением хочу отметить активную динамику в культурно-гуманитарной сфере сотрудничества. В текущем году планируется проведение Дней культуры Кыргызстана и Узбекистана, что внесет значительный вклад в укрепление гуманитарных связей между странами. В ближайшее время завершится капитальный ремонт Ошского государственного узбекского музыкально-драматического театра имени Бабура по случаю его столетия. Мы могли бы приурочить его открытие к мероприятиям в рамках празднования 30-летия установления дипломатических отношений между нашими странами. Пользуясь случаем, хочу выразить вам благодарность в связи с завершением строительства Узбекистаном 2 общеобразовательных школ в Баткенской области Кыргызстана. Строительство данных школ является ярким подтверждением дружбы и добрососедства наших народов, которое с большой благодарностью воспринято жителями южного региона Кыргызстана. Уверен, реализация таких социально значимых проектов будут способствовать укреплению дружбы между нашими народами и кыргызско-узбекских взаимоотношений в целом. Уважаемый Шавкат Миромонович, в завершение своего выступления хочу выразить глубокую убежденность, что сложившиеся между народами 2 стран дружественные и братские узы, в основе которых лежат общность истории и культуры, взаимопонимание и доверие, помогут нам вместе двигаться к общей цели, процветанию и повышению благосостояния наших народов. Благодарю за внимание. Передаю вам слово, пожалуйста.